При инсульте первые признаки это вы можете проверить по FAST-тесту. Не каждая боль в грудной клетке может являться именно сердечной болью. На биологическую проверяется симптомом Белоглазова. Сейчас я просто расплакалась, я хотела уволиться. Родители могут гордиться мной. И первый его заработок порядка 70 тысяч тенге. Фактор, образующий и инфаркт, и инсульт, чаще всего один и тот же. Это образование атеросклероза, то есть тромбоза. Но, конечно, проявления у них разные. При инсульте первые признаки это вы увидите, вы можете проверить по FAST-тесту. FAST – это первая буква F, face, то есть у человека одна сторона лица упадет, то есть при попытке улыбнуться одна сторона лица у него будет ниже. A – это arm. Мы пытаемся попросить человека поднять руки, и обязательно пораженная сторона, рука будет нестабильна и ниже. Затем S – это speech, это речь, то есть мы просим элементарно назвать свое имя и сколько нам лет, и человек не сможет ответить, у него будет каша во рту. И T – time – это время, то есть быстрее надо вызвать скорую помощь. То есть это первые признаки по FAST-тесту, американский стандарт, как определить инсульт. Как же определяем мы инфаркт? Это давящие, сжимающие боли, чаще это они показывают именно на грудь, по-другому еще называют это заболевание грудной жабой. Человек как будто бы завязывает галстук, удерживая руку. При этом дикие сильные боли, отдающиеся в нижнюю челюсть, в левую руку, под лопатку, и иногда, очень редко, но бывают боли в абдоминальной части, то есть кажется, как будто бы у тебя болит живот. Но причина, почему происходят эти оба заболевания, это именно атеросклероз, то есть сосуд сам перекрывается жировой бляшкой, которая оторвалась, проходимость сосуда нарушается, вследствие чего происходит некроз либо же сердечных тканей, либо же некроз головного мозга. Не каждая боль в грудной клетке может являться именно сердечной болью. Почему? В грудной клетке находится очень много органов. Если говорить о пищеводе, например, который переносит пищу с ротовой полости до нашего желудка, то могут быть газоэзофагиальная рефлексная болезнь, при которой могут появляться в грудной области боль. Мы должны правильно дифференцировать эту боль. Когда человек к нам приходит и говорит, у меня болит грудной клетки, это может быть также и хондрозные боли. Также может быть межреберная невралгия. Что это такое? Как это различить? При межреберной невралгии чаще всего у человека появляются боли во время какого-то движения, во время, когда он делает вдох, либо же переворачивается, например, лежа на кровати с одного бока на другой бок. То есть бывают прокалывающие боли в виде укола иголкой. Какие могут быть давать симптоматику заболевания, то есть пищевода? Чаще всего происходит после приема пищи, когда сразу же мы ложимся на диван перед телевизором, но при этом наш сфинктер, который должен разъединять желудок и пищевод, не так правильно функционирует, и поэтому пища, которую мы съели вместе с кислотностью, находящейся в желудке, начинает давить на сфинктер и попадает в пищевод, что дает раздражение и соответствующие такие боли. Также это хондрозные боли, то есть опять-таки они связаны с тем, что у вас происходит какое-то движение, вы нагинаетесь вперед, то есть это зависит от того, как вы поднимаете руки, опускаете руки. Сердечная же боль, она не зависит от физического какое-то движения, то есть просто поднятие рук, либо же переворачивание на кровати. Здесь должна быть действительно какая-то физическая нагрузка, то есть человек поднимается по этажу и появляются сердечные боли вследствие спазма сосудов. Клиническая смерть – это то состояние, когда мы еще можем, проделав сердечно-легочную реанимацию, воскресить человека. Что это? Какие признаки у клинической смерти? Это отсутствие сознания, отсутствие дыхания и отсутствие пульса на магистральных артериях. А для того, чтобы различить клиническую смерть, она очень схожа вначале с биологической, мы должны понимать разницу, дифференциацию. То есть биологическая смерть – это уже трупные пятна, трупное окоченение и симптом Белоглазова.
белоглазого. Немножко для вас будет шоком, но свежая биологическая смерть, которая перешла с клинической на биологическую, проверяется симптомом белоглазого. То есть мы надавливаем на именно глаз человека, и в норме наш круглый зрачок становится вот таким узким, как глаза у кошки. Поэтому в простонародье мы называем его кошачьим глазом. Профессионально это симптом белоглазого. Клиническая же смерть – это именно отсутствие сознания. Мы проверяем человека по крике, то есть вербально и тактильно. То есть мы подходим к человеку, проверяем, похлапываем его по плечам сильно-сильно. Это тактильно, вербально. То есть мы просим его отозваться. То есть мужчина, что с вами? Второе, то есть мы проверяем дыхание. Дыхание мы проверяем. Мы не видим, как поднимается грудная клетка. Да? Мы не слышим дыхание человека ухом. И щекой мы не ощущаем порывы вот этого дыхания. То есть по типу не слышу, не вижу и не ощущаю. Третье – это проверить пульс на магистральных артериях. Мы проверяем пульс именно на магистральных, то есть не на периферии, а именно на сонной артерии двумя пальцами. Ориентируясь по средней части шеи, у мужчин это чаще кадык, соскальзываем в две стороны. Проверяем с двух сторон, так как сонная артерия проходит по обе части нашей шеи. При отсутствии этих признаков вы констатируете клиническую смерть. Очень часто, когда мы начинаем только свою медицинскую практику, бывают казусы такие, что мы не попадаем в вену и попадаем около вены, то есть или протыкаем вену, проходим дальше. Если в этом шприце есть какой-то препарат, и мы вводим его, произойдет, то есть проникновение этого препарата под кожу, да, или более глубокие слои. Это можно сразу будет увидеть и почувствовать. То есть препарат, который вводится в вену, он не будет чувствоваться. А здесь же появится очень сильное жжение, дискомфорт, боль. И будет появляться папула, то есть наполненная этим препаратом, который мы вводим. Поэтому не заметить этого ни сам медицинский работник, ни пациент, которому это вводят, невозможно. То есть моментально же приостанавливается эта процедура, и вена заново перекалывается. Очень часто происходит такое, что в силу отсутствия каких-то препаратов, либо же отсутствия каких-то навыков, либо же отсутствия опыта при экстренных каких-то ситуациях, либо же связано с тяжестью заболевания этого человека, мы не можем спасти этого человека. В моей практике первую свою смерть я увидела буквально через месяц. Чувство, конечно, это очень ужасное. Чувство беспомощности, то, что ты встретился со смертью впервые, то на тебя было возложено очень много надежд, ты их не оправдал. Если честно, я просто расплакалась, я хотела уволиться. Это не очень хорошее чувство, но потом мне просто объяснили, что по тяжести заболевания этого человека спасти было невозможно. Конечно, ты осознаешь это, понимаешь, но в душе остается осадок. Я обожаю свою профессию за то, что я могу помогать людям, я могу спасать жизни, что я могу использовать свои навыки, которые я приобрела за время учебы, во благо людям, за то, что люди благодарны мне, за то, что они улыбаются, за то, что они советуют меня, за то, что родители могут гордиться мной, они знают, что я врач и многим помогаю. Что может бесить в профессии врача, это то, что спокойно сходить никуда невозможно, если люди знают, что ты врач. В гостях обычно я не говорю, что я врач, я придумываю какие-то мифы о том, что я бухгалтер, либо же, например, занимаюсь маникюром, либо парикмахер. Почему? Потому что все вместо того, чтобы поддерживать какой-то легкий разговор, беседу, начинают спрашивать и рассказывать все свои болячки, которых, если честно, да, я, выходя со своей работы, хочу абстрагироваться, хочу немного отвлечься. Я тоже человек, я не могу 24/7 людей лечить. И в любой какой бы ситуации я ни была, независимости, кто я по профессии, например, я по профессии терапевт-кардиолог, люди начинают у меня спрашивать вопросы, не связанные с моей профессией, например, гинекологические вопросы, хирургические вопросы, которых я не совсем компетентна, а людям кажется, что если я врач, я должна все на свете знать.
Отучившись 7 лет в медицинском университете, а затем 2 года закончив резидентуру, человек может получить по истечении 9 лет свой долгожданный диплом кардиолога. И первый его заработок, если он будет работать 5 дней в неделю без дежурств, на руки с вычетом пенсионных отчислений, налогов, он получит что-то около порядка 70 тысяч тенге. Да, конечно, люди не в восторге от этого, отучившись столько лет, но это настоящие реалии нашего Казахстана, поэтому приходится дежурить, брать дежурство для того, чтобы увеличить это количество денег. Почему такая маленькая сумма? Потому что нету ни стажа, нету ни категории, и людям приходится брать дежурство. Что они получают взамен тех денег, которые они получат? Они уходят в понедельник на работу, остаются также на ночную смену. После ночной смены выходного нету, они остаются дополнительно на своей работе и возвращаются только во вторник вечером к себе домой. При том, что вместе с ночными дежурствами в начале, да, они получат максимум 110 тысяч, 120 тысяч тенге. Раньше, когда я училась в школе, в 9 классе, я пыталась и благополучно поступила на курс по саксофону в наш музыкальный колледж, но родители благополучно сказали, что это не профессия, и я бы не смогла бы найти работу по этой специальности. Затем я очень долго мечтала, что я хочу быть актрисой. Наверное, это мечта многих девочек. Если бы я не смогла бы быть врачом, возможно, я бы стала бы музыкантом, либо же актрисой. Будьте здоровы, друзья!